Творчество Александра Чачба давно является частью мирового культурного наследия. Известные деятели искусства считали художника воплощением века, в котором он родился. Ведь Александр Чачба, как никто другой, мог проникновенно отразить этот период времени на своих полотнах. В то же время многие сравнивали его с художниками Ренессанса. Говорили, что все, что видели глаза Александра Чачба и чего касались его руки, превращалось в произведение искусства. Его незаурядный талант проявлялся во многих областях. Мастер живописи и рисунка, непревзойденный сценограф, книжный график, историк искусства. Выставка, которая здесь представлена, это абхазская коллекция. Но каждая работа, она отсылает нас к каким-то очень важным событиям в начале 20 века. Культурной жизни, которую, в принципе, и заложили основу современной культуры. Александр Чачба-Шарвашидзе получил художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Затем продолжил учебу во Франции, в Париже. Был членом русского артистического кружка «Монпарнас» и членом Национального общества художников Франции. Александр Чачба был одним из самых известных сценографов петербургских императорских театров Мариинского и Александринского. Работал с такими выдающимися русскими художниками, как Александр Бенуа, Александр Головин, Валентин Серов, Николай Рерих и с такими известными зарубежными мастерами, как Пабло Пикассо и Андре Дорен. Более 80 работ художника выставлены в Центральном зале. Каждая из них уникальна. Игра красок не может не удивлять. Работы разделены на несколько периодов. Во многих из них автор постарался показать внутренний мир своего героя, его характер и индивидуальность. Александр Чачба был художником, который сумел объединить 3 страны – Абхазию, Россию и Францию. 500 работ лично Александром Константиновичем было передано в дар родине. Но так случилось, что Абхазия тогда относилась к Грузии, и поэтому они половину присвоили, а другую половину нам прислали. Даже больше, чем половину они присвоили. Но так случилось, что перед войной у нас была выставка, портреты. Кстати, лучшие работы, Александра Константиновича из портретного жанра из Тбилисского музея. А мы их конфисковали, и они находятся у нас. Я связан с его именем, потому что в 1985 году мы останки из Ниццы привозили в Сухум, и я с его дочкой Яной Александровной и внуком Демосфеном встречал танкер в Батуми и завез его прах, останки в город Сухум и организовал здесь шествие, связано с его торжественно-траурным захоронением у филармонии. Позже, в своем завещании, часть работ отдал Абхазии, часть работ оставил Грузии. И мы с министром культуры с помощью Тактакишвили, тогдашнего министра Грузии, были в Музее искусства Грузии, и часть работ оттуда привезли сюда. Любовь к Абхазии Александр Шарвашидзе Чачба пронес через всю свою жизнь. Эту любовь он привил и своим детям. Сюрпризом для гостей мероприятия стал приезд правнучки Александра, Татьяны. Александр Константинович прожил 101 год. Представляете? И он прожил такое количество лет, и вот за это время это было очень сложное и сопряженное огромными катаклизмами. То есть это и революции в России, это и две мировые войны. А Александр Константинович он создавал искусство, он о нем думал, он о нем писал, об этом искусстве. И если вот немножко углубиться, то что такое искусство, это не то, что какая-то попытка вот показать, что у тебя внутри и что вокруг тебя. Наверное, правильнее это какой-то акт коммуникации. То есть искусство создается, передаются мысли, сопереживания для того, чтобы кто его воспринимает, смог пережить эти же чувства. Вот это то, чем занимался Александр Константинович. Выставка будет открыта для посетителей до 24 декабря. Здесь также можно увидеть портреты современников художника, режиссера и драматурга Николая Иврейнова, актрисы Натальи Будковской, Клодин Бессон и многих других. Центральное место экспозиции занимает автопортрет художника, за который он был принят в Национальное общество художников Франции. Выставка организована Министерством культуры Абхазии при поддержке Россотрудничества. Сария Кварцхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.